Приключения из Ялты. Интурист. Идем на набережную. Ну, не на набережную, ну да, в общем, на набережную, на этот, сколько там показывают, 14, что ли. Да, 14. Тепло, в принципе. Да, хорошо. Опа. Идем в Чайку на пляже обедать. 1,5 километра был заплыв. Сегодня суббота, людей было много. Приезжих просто полно. В Ялту, конечно, да, люди едут круглый год, даже осенью, зимой, без разницы, летом. Но летом, понятно, поток в 2 раза больше, но осенью, даже зимой, может, зимой не так, а вот осенью вообще прям едут все. Там даже на 3-4 дня все равно приезжают. На 7 дней приезжают, там на 10 дней даже. Есть такие, могут себе позволить, так скажем. Вон отель новый Sky Plaza 2. Интересный такой, новенький. Все новенькое. Интересно, какие там цены, как в Ялте, в Интуристе или нет. Пара-пара-пара-пара. Все, сейчас нам надо на ту сторону перейти. Вот такая у нас осень. В Крыму теплая, плюс 14. Даже сейчас вот идешь, вообще тепло. Передавали дождь, а дождем что-то и не пахнет. Сегодня специально никуда не поехал. Думал в Гурзуф съездить, а потом в бассейн. А в итоге Гурзуф не поехал, приехал, поплавал в бассейне. Вот, блин, зараза, дождь. С девахой поперли на мотокроссере. Так что вот как-то так вот. Сейчас вот перейдем здесь. Разворачиваться в другую сторону. Никого там. Не. Да, погодка. Шикардосная погодка. Океанариум. Погрузись в подводный мир. Да, сейчас только в подводный мир погружаться с костюмом. Море сейчас даже, кстати, не смотрел сколько. Наверное, градусов 12. 10-12, где-то так. Я думаю, где-то так. Сейчас же Массандра закрыли, а там писали температуру воды. Ага, так что теперь в Массандре, блин, не походишь по Массандре.
Сказали до конца декабря. Закрыты, ребята. Ну и ладно. Идем вниз к чайке. Можно даже сегодня на террасе там посидеть. Хотя штормит, может ветер, может там и прохладно будет, а может и нет. Ну, посмотрим, сейчас дойдем. Я когда в тот раз приходил, там одни сидели, короче, бухали. Уже такие поддатые. И им все равно там, что там, ветер, не ветер возле берега. Я так чуть подзамерз. А я смотрю, а им там весело вообще, там им вообще все равно там холодно, не холодно. Поддали, градус пошел. А я так подзамерз, да. Тогда думал в зал уже переходить, потом, сейчас допью чаю уже. Пойду. Чайка. Современный ресторан днем и самые активные вечеринки ночью. Вечеринки, вечериночки. Пляж отеля Ялта Интурист направо. Что тут у нас происходит? Тут никого. Вон, киношки показывал, закат там. Красивый закат. Все-таки да, здесь дождя не было. И не планируется. А вот в Никите, в Алуште, показывала дождь. Может там и есть, да. О, как два этих. Ох, красота какая. Закатик вот такой. Красота, ляпота. Стоят два таких мощных. Да, красивый закат. Облака такие фантастические. Класс. Класс, класс, класс. Жареная барабуля. Барабулька. Тут закрыто все. Эй, кот. Что там высматриваешь? Да, красотища просто. Вот это сегодня вечер намечается. Ну, уже 5, да, уже начало 6, а сейчас закат уже начинается, да. 5 с копейками. О, рыбаки он там сидят. Штормит. Красотище, просто красотище. Вот там он тоже красота, ляпота. Сидят, ловят. Холодно им там, капец. Как бы волна не поднялась и накроет их все вместе, блин. Вот дают, блин. Ладно, пошлите обедать. Он Ялта Интурист. Фу-фу-фу, фу-фу-фу, кактусики. Сейчас посмотрим, как оно будет здесь. Чайка на пляже.
Красота просто вообще фантастик. Фантастик. Спасибо. Включение из новой набережной. Ну, в общем, я вышел с Чайки, поднялся сюда наверх к Массандровскому парку. Вот, и иду в сторону Массандры к набережной. Минут на 15 где-то. Идти, может быть, 20. Актер проходим. Актер. На рыбалку люди пошли. Муж с женой пошел. А только что пошел уже готовый рыбак. В прямом и переносном смысле. Накатил и пошел на рыбалку. Парк Актер подсвечивается там у них на территории. Он все. Ну только что-то не видно машин. Где они оставляют машины? Где-то внутри там на территории или где? Потому что сколько я здесь проезжаю, здесь машин редко. Вот здесь сейчас в начале как бы парочку машин бывает стоит, а так в основном нету. Наверное, где-то там внутри заезжают, ставят. Ну, конечно, в Ялте туристи машин много. Людей много, машин много. Прям все туда едут и едут. Популярное, конечно, место очень. В районе Ялты всей, в принципе. Ну а что, у них там куча бассейнов, да. Всякие детские комнаты, детские всякие развлечения, там рестораны, бары, кафе, все есть. Все есть у них. Чё бы, конечно, не ехать круглый год. Отдыхать можно даже осенью, зимой. Море как бы и пляж не позагораешь, да, но а подышать воздухом, погулять, насладиться вот природой Ялты. Это да, можно и осенью, и зимой вообще в кайф. И людей, конечно, меньше уже. Вот. Так что вот как-то так. В Алуште там свои отели, которые приезжают тоже постоянно, круглый год там
4-звездочные, 5-звездочные. Ну, я имею в виду такие крупные, большие, там, где там есть и бассейны, и питание, все есть. Гостевые дома в гостинице тоже приезжают, но они не такие заметные. Больше, конечно, вот я как бы замечаю по таким отелям большим. Ну, это потому, что я как бы в бассейн вот езжу, поэтому я и замечаю по тому же Ялте интурист. А так, конечно, да. Люди куда-то пошли, наверное, в отель в ту сторону. И только что другие люди пошли с коляской. Наверное, куда-то ходили сюда. Массандра закрыта. Это они только ходили на центральную набережную. И потом туда, назад в отель. Ну, так идти, да. Ну, прогуляться вечером минут 20 в одну сторону, потом назад. Кто не хочет на машине ездить. Или на такси. А вообще-то полезнее, лучше ходить. Даже так вот перед сном полезно. В машине что? В машине целый день ездишь. То туда, то сюда. А двигаться надо. Сейчас односторонняя. Одностороннее движение. Вот такая вечерняя обстановка. Как эта улица называется, интересно. Что-то я никогда даже не обращал внимания на улицу, как она называется. Сейчас посмотрим, где-то тут должно быть адрес какой-нибудь. Рулет из лосося. Что-то идут люди, заказывают себе еду в ресторане. Так и тут нету. Ничего нету. Какой номер дома? Не парковать.
Что-то не видно нигде номер. Карамелька. Везде только сдам жилье и номер телефона. Может, конечно, где-то было написано, но мелко. Сильно. Тоже нету адреса. Какие-то названия. Балкончики такие интересные. Старенькие, да. А вот тут есть адрес Дрожинского. Это Дрожинского улица. Ну да, точно вспомнил. Гостиница ж, да, по ну, Ялта Интурист по Дрожинского 50. Все. Это улица Дрожинского. Гостиница «Отдых». Возвращение. Ну ты покупай. Я ненадолго. Так, тут лучше пройти здесь. Сейчас вот пройдут люди. Куда ты жилые стопудово? Она по-любому домашняя. Она с ошейничком, да. Вот такая у нас прогулка вечерняя. Задают даже такие вот. Ну да, еще понастраивали. Бог знает когда. Такие вот, типа как... Конечно, не хочется плохие слова говорить, но типа как сарай понастраивали. Продуктовый магазин. Все. Ну, на Массандру мы не пойдем, там все равно закрыто. Смысл идти. Сейчас сходим кофейка попьем на центральной набережной. Какие облака. Вот так вот дождь сегодня не пошел. Хотя передавали дожди. Вот тебе и Ялта. Точно так же, как и в Орджоникидзе. Вроде как и дождь передают, а, например, в Феодосии дождь идет и в Коктебеле, а в Орджоникидзе нету. Вот так и здесь передавали. Где-то там в Гурзуфе, в Никите дождь был. Вот, а здесь нет. Вот так вот. Ну вот уже дошли до Массандровской набережной, до начала, так скажем, практически. Вот до Гусей дошли за 14-15 минут. Вообще так не спеша, прогулочным шагом, скажем так. Вообще в кайф. Прогулочный шаг, не спеша.
по кайфу вообще. Тут сидят люди. Ну, сегодня выходной, да, сегодня он на Мерсе купешном. Паренек стал местный. Нет, 10-й регион. Тут пару столиков сидят. Кафешки. Ну, выходной, да, везде по чуть-чуть. По чуть-чуть везде. Тут бар такой небольшой. Пару столиков. А там у них, наверное, в подвал. Ну, вниз спускаешься. Тоже там, наверное, внизу столик есть. А то как-то 2 или 3 столика. Пускай проезжает. Давай, 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 давай. Сразу перейдем на эту сторону. Ну вот уже начало набережной Массандра. Здесь заход здесь с этой стороны. Стой. Вон куда-то пошли девки. Там уже закрыто, куда они. Или они, может, не знают. Или, может, они в какой-то магазин. Так, тут мы не перейдем, надо было там перейти дорогу. Или здесь вот, а вот здесь можно перейти. Морской вокзал. Здесь сидят люди. Кофейня. Кофе пьют. Не знаю, мне лучше на набережной, чем вот здесь возле прям дороги. Постоянно машины ездят. Лучше на набережной, там 2 кофейни как бы есть. Даже 3, где можно посидеть, попить кофе спокойно. Без шума, так скажем. Ну вот и набережная центральная. Пара-пара-пара-пара-пара-пара. Да, на улице вообще кайф. Осень, теплая осень. А то, как бывает, похолодало, вот бывали такие дни, капец было. Будто уже все зима. Какая зима, если еще осень. О, ну тут, конечно, сейчас движуха, да, будет серьезная. А мы сейчас попьем кофейка вот там. Вон малые летают на самокатах. Все, идем пить кофеек. Попьем кофе.
потом уже пойдем домой. Музон. Фонтан не работает, а тот возле мэрии работает постоянно. Говорит, папа, я уехала там куда-то там. Папа, стой, куда поехала? Вот тут Рубилово. Мужики фигачат. Так, а где наш туалет? Дальше там. А, ну да, вот там вот за этими сидят люди за столиками в кофейне. А там что за драка, что ли? Вот тут сувенирчики. Не знаю, мне эти сувенирчики всякие эти вообще ни о чем. Не, ну конечно, тут туристы приезжают, да, местная всякая, всякие эти, да, побрякушки. Так, ну что, до новых встреч в горах, на трассе и на набережной.